ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Мини-футбольный клуб «Ухта» занял второе место в турнире «Уральские звезды». Всего за кубок боролись 6 команд, в том числе из Казахстана. Ухтинцам пророчили возглавить пьедестал почета, но не удалось. Они набрали одинаковое количество очков с Ишим Тюмень-2. Итог подводили по разнице забитых и пропущенных мячей. У соперника она оказалась лучше. Наши парни не расстраиваются, ехали не за трофеями. Задачи были на турнир немножко другие. Задача была наиграть состав и получить игровую практику. Наигрывали в основном связи, то есть не было конкретных там четверок, мы менялись постоянно, то есть пробовали разные сочетания. И поэтому тяжело какую-то команду выглядеть. Екатеринбургское соревнование – неплохая подготовка к старту в Суперлиге. Но чтобы команда показывала, как говорит президент клуба, нормальные результаты, нужно около 4 лет. В пример приводит дебют новой генерации. Сыктывкарский клуб в первый год одержал 1 победу, еще один матч – ничья. Поэтому Ухте высоких задач никто пока не ставит. Чтобы клуб развивался, требуется спонсорская помощь. И в несколько раз больше, чем сейчас. Угроза того, что команда будет расформирована, существует, к сожалению. Да? Сезон мы этот доиграем, это 100%. Но при этом нам надо для того, чтобы развиваться, конечно, иметь больше бюджет. И этот бюджет иметь не на 1 год. Команда ждет своих болельщиков на трибунах. Теперь цена билетов 200 рублей. Стоимость удается держать практически на символическом уровне благодаря количеству зрителей. Команда выбилась в лучший дивизион страны, поэтому и поддержка ухтинцев должна быть еще активнее. Оправдаются ли прогнозы клуба? Это станет известно 27 сентября. Именно тогда Ухта дебютирует в Суперлиге. Первый соперник – клуб «Тюмень».